Здравствуйте, в эфире телерадиокомпании ГРТ, программа «Обсуждаем вместе». Меня зовут Ирина Кара, и в ближайшее время вы проведете в компании со мной и гостями, которые уже сидят у нас в студии. Сегодня у нас очень интересная тема, важная, знаменательная. 40 лет исполнилось Камрадской художественной школе. И на эту тему, о том, как создавалась художественная школа, о человеке, который всю свою жизнь занимался созданием, продвижением и укреплением художественной школы, укреплением этой школы, мы поговорим непосредственно с директором Камрадской детской художественной школы, сыном Дмитрия Ивановича Савостина, Сергеем Дмитриевичем Савостином. Здравствуйте, я вас приветствую. Также сегодня у нас в гостях Георгий Данилович Топал, гагаузский писатель. Рада вас приветствовать, Георгий Данилович. Спасибо за приглашение. А также Владислав Анатольевич Маринов, директор Камрадского краеведческого музея. Добрый день. Я вас приветствую, уважаемые гости. Для начала я бы хотела зачитать такую краткую справку. Детская художественная школа Камрадского района основана в 1983 году, а в 2003 году школа была названа именем Дмитрия Савостина. В соответствии с учебной программой, утвержденной Министерством образования, культуры и исследований, в школе преподаются такие дисциплины, как рисунок, живопись, скульптура, композиция, декоративно-прикладное искусство, история искусств. Срок обучения в школе от 4 до 5 лет. За время своей деятельности школа выпустила 445 выпускников, из которых 167 учащихся поступили в специализированные вузы. Уже ряд лет численность учащихся составляет 122-126 детей. Так, в 2019 году по 2020 год в школе занимались 122 учащихся. Окончили школу 30 детей. И это несмотря на год пандемии. 3 выпускников поступили в высшие и средние специальные заведения. Итак, о художественной школе сейчас мы поговорим. Конечно же, первым мы даем слово Сергею Дмитриевичу Савостину. Сергей Дмитриевич, если говорить об этой знаменательной дате, ведь можно уже смело подводить итоги и загадывать на будущее, вам слово. Ну, во-первых, надо немножко уточнить вот эти цифры, которые вы назвали. Значит, у нас закончило 550 детей и поступило около 200 детей в различные высшие учебные училища. Наши выпускники хорошо поступают. И не потерялось вот это у них, что желание пойти на дизайнера, допустим, или архитектора. Наоборот, как-то даже больше желающих стало. Помню, когда открывалась художественная школа в 1983 году, было поначалу где-то от 40 до 60 детей, вот так. Это было 3, значит, директор Дмитрий Иванович Савостин, преподаватели Дмитрий Новак и Мария Ивановна Димогло. Вот они начинали в качестве преподавателей работать в художественной школе еще с 1983 года. И потом уже в дальнейшем появились первые наши выпускники, которые после этого выпуска, там и Манжул был, и Дечев был, и Андрееш Георгий, и Парфенова Ольга. Это все первые выпускники, которые потом вернутся в художественную школу и работали в качестве и работают по сей день педагогами в художественной школе. Я уже появился в художественной школе в 1989 году. Вот с тех пор я могу уже четко все сказать, конкретно и подробно. А вот когда Савостин был, Дмитрий Иванович, вообще он работал директором, надо сказать, с 1983 по 1992 год. И вот именно вот этот период он был директором. И за это время они сумели выпустить, ну, один выпуск с небольшим, скажем так, потому что Сергей Дмитриевич, где-то 2 выпуска у них максимум было. Это, вы говорите, что он был директором, но он потом еще же работал. Он работал уже после того, когда вернулся с Турции. Это уже будет гораздо позже, это будет 2000
2007 год, и это он вернулся с Турции и уже работал по 2015 год преподавателем. Но речь не об этом, речь о том, что как ему удалось художественную школу открыть и почему он хотел это открыть. Потому что он преследовал цель, он хотел, чтобы в Гагаузии дети все могли получить образование начальное, художественное, без каких-либо проблем. Потому что в детстве с Савостиным произошло то, что, ну, в общем, трагедия произошла, связанная с позвоночником. Он, когда мне рассказывал, что пас овец, появилась гроза, и овцы испугались, побежали домой, он побежал за ними, а там был колодец такой полевой, то есть без бордюров. И он не заметил его, упал, естественно, поломал позвоночник. Естественно, когда человек лежал лет 7 завязанный, что делать? И вот он начал водить, если, допустим, по стеклу вспотело стекло, он начал рисовать. Если был там какой-то мороз, то же самое мог рисовать. Уголь попадался, рисовал. И потом уже, будучи в Баку, по-моему, ему сказали, что есть такая профессия художник. С детства он, когда узнал, что есть такая профессия, он загорелся этим, и с тех пор он решил, что он станет только художником. И поэтому он преследовал, чтобы наши дети не искали где-то, а чтобы была художественная школа, доступная для всех наших детей, и наши дети, чтобы спокойно учились и получали то образование, которое, ну, он вообще хотел, чтобы появилась целая плеяда художников наших, гагаузских. Потому что в одном из интервью, вот который даже, кстати, мы недавно сняли фильм, он там, по-моему, это было на 30-летие художественной школы, он сказал, что я всегда рисовал гагаузских девушек, образы специально, потому что до сих пор никто этого не делал. Поэтому он своим примером, он, кстати, повлиял в целом на художественную школу. Почему говорят, что наши дети тоже не отрываются от национальных корней. И, кроме того, Савостин часто очень говорил, что если художник без народа, он мало что представляет из себя. Поэтому он прививал любовь к традициям, к балладам, через легенды, через какой-то... Он воспел вообще образ гагаузов. И поэтому большое спасибо ему, низкий поклон. Он повлиял на школу положительно. Многие берут пример с него. Школу потом в дальнейшем удалось открыть же, дальше пошло же. Там Кангас, напомню, что у нас сейчас филиал Кангас, а ранее это была отдельная художественная школа. Просто они утратили вот эту свою свободу. А я им когда-то говорил, что открыть школу очень тяжело, а вот закрыть очень легко. Поэтому в дальнейшем уже в 86-м, по-моему, открылась вулканическая художественная школа. Там, насколько я знаю, принимал участие Иван Базбей. Вот. И, в принципе, так получилось, что в каждом районе у нас есть художественная школа. Кроме того, художественные школы наши имеют филиалы. Как у нас, например. У нас есть 3 филиала. Это вторая школа в Камрате есть. Это охватывает ту часть города нашего. И детям удобно. Они после занятий сразу, не тратя время, они сразу приходят в художку и занимаются. Таким образом они успевают. А есть еще Кангас филиал и Светлый. И также филиалы есть и в других художественных школах. Поэтому Савостин преследовал дальнейшее какое художественное образование. Может быть, это на базе колледжа могло бы быть. Может быть, на базе нашего Камрадского университета. И для факультета там не требуется большое количество людей, студентов имеется в виду. 5-7
Вот. И у вас будут и специалисты, и, если хотите, художники. Это все зависит от нас. Ну, по крайней мере, он преследовал эту цель. Кстати, будущий управляющим культуры, он первый управляющий культуры Гагаузии, именно... Начальник управления культуры, да? Да. Он говорил с турками по этому вопросу, чтобы наших детей на первых порах принимали бесплатно, обучали, потому что становление Гагаузии только тогда зарождалось, не было ничего. И поэтому турки пошли навстречу, они сказали, что, ну, турецкая сторона, они сказали, что мы готовы оказать помощь Гагаузии, и так и было. В дальнейшем там наши студенты поехали учиться в этих, насколько я знаю, в Стамбуле. Вот. И поэтому Савастин очень многим помог в жизни, раскрыться в жизни, стать кем-то. Да и я лично считаю, что это мой учитель. Он ко мне, вернее, относился точно так же, как и к своим остальным ученикам. Не было такого, чтобы мне какие-то поблажки были. Поэтому... Сергей Дмитриевич, ну по-другому и быть не могло бы. Но вы еще Влаха не знаете. Петр Николаевич, рядом со мной была его мастерская с правой стороны. С левой стороны мастерская Дмитрия Савастьяна. Напротив Георгий Стаматов. Чуть дальше Дмитрий Новак. Еще дальше Афанасий Карачебан. И как вы балансировали между Все это ними? было на одном этаже. И было очень здорово и интересно. Иногда слышал крики Дмитрия Савастьяна, когда выгонял... Ну, тогда уже зародился дискуссионный клуб «Гагауз халкы», и он, выгоняя, говорит, что вам здесь, Смольный, что ли? Его же называли в шутку, конечно, гагаузский Ленин. Вот, и, ну, а там акустика была очень хорошая. Я все лично всегда слышал, о чем они приблизительно говорили. О чем чаще были их споры? Споры были, как поступить в какой-либо ситуации, политические вопросы, как правильно высказаться, потому что мы же не хотели открытой конфронтации. Надо было бы как-то уходить от этих вопросов так, чтобы добиться своего. Поэтому тоже было непросто. Тоже им было непросто. Сначала говорилось, в начале, когда дискуссионный клуб начинался, там же сначала говорились под видом культура, история и все остальное. Но потом уже дошло, вернее, до властей, что, оказывается, там и политические вопросы поднимаются. А это было естественно. Открытым текстом нельзя было. Поэтому Савастин был где-то, вот как он создал картину «Митераж-потираж», вот он сыграл «Митераж-потираж», да, в какой-то степени. Это его одна из любимых работ, между прочим. Она очень нравится детям в художественной школе. И многие даже делали... Вот. Реплики такие, да? Да. Вот у нас, кстати, есть одна ученица, которая сделала недавно, как-нибудь будет возможность, покажу, копию Дмитрия Савастьяна «Карандаши». Похоже было? Кыргыз? Нет, это один в один сделал. Ничего себе. Сейчас она учится в Москве. Поэтому они любили Савастьяна, и по сей день наши дети, которые учатся, они учатся у него. Это хорошо, потому что мы, когда участвуем на международных выставках, они, вот как в Казахстане, например, я говорю, а что вы пригласили нас? А нам нравится стиль вашей школы. Вот есть и мастерство, есть и национальная колористика, и все такое. Мы тоже хотели бы, чтобы у нас дети вот в таком ключе работали и все такое. Поэтому, если долго не говорить, то... Сегодня можно говорить долго, Сергей Дмитриевич, что заслуженно. Они везде, вот где дети участвовали на выставках, везде их поощряли. Вот скоро, и причем на каких выставках? Там участвует на одной выставке 80 стран, на другой 65.
30. Это очень серьезные выставки. Это не так просто выиграть. Иди попробуй выиграть среди 10 тысяч детских работ. Займи какое-то место. Вот я в Казахстане, когда был, нам раздавали призы. Медали, вот эти альбомы, которые мы ранее вам показывали, большие, солидные, дипломы там. И рядом директор Московской художественной школы. И там у него 4 награды. И я просто спросил, а вы откуда? Он говорит, я, говорит, с Москвы. У нас учится, ну, я уверен, что это всего лишь филиал, это какой-то, Москва же большая. У него 700 детей где-то учатся в школе. На тот момент в художественной школе у нас училось 120. Он спросил, а вы откуда? Я говорю, мы с Камрата, с Гагаузии точнее. А сколько у вас детей учатся? Я говорю, 120. А сколько у вас выиграло? Я говорю, где-то 29. Да ты что, говорит? Да? Это Вот. отличный результат. То есть я и детям говорю, что возраст даже не имеет значения. Ты можешь 10 лет лучше рисовать, чем тот, который имел 14 лет. И это было не раз. И мы, когда в Кишинев ездили на республиканский конкурс, я сегодня выступал и говорил, что когда вез детей туда, они были какие-то замкнутые, а когда ехали оттуда, одна из учениц говорит, Сергей Дмитриевич, я думала, Кишинев это... А, на самом деле. То есть у них появляется уверенность, чувство, что они могут. Они могут забраться на любую да. вершину. И вот это важно. не может быть так случайно. Мы участвуем, допустим, в Чехии, наш ребенок занимает высшую медаль «Лидийская роза». Мы участвуем в Латвии, нас 4 детей отмечает там. Мы участвуем в Беларуси, 2 отмечают. Ну, нельзя случайно на каждом, любой конкурс, он сложный по-своему. И нельзя случайно на любом конкурсе выигрывать. Сергей Дмитриевич, понятно, что это не случайно, это все заслуженно, но это большой труд. Да, это большой труд. Это преподавательский состав, конечно. Спасибо им, конечно. Потому что Дмитрий Иванович в свое время задал правильный тон. И я могу это говорить с утверждением, потому что посчастливилось и мне быть его ученицей. И на самом деле, если описывать истинного гагауза, то можно описать вот как раз таки характеристику Дмитрия Ивановича Савостина. Это настоящий гагаузский патриот, человек, который самого себя, все, что он может дать, отдает безвозмездно во благо своей родной земле, во благо автономии и подрастающему поколению. Я бы хотела, если вы разрешите, Георгий Данилович, передать слово Владиславу Анатольевичу. Владислав Анатольевич, вот каким вы помните начало работы художественной школы? Конечно же, самого Дмитрия Ивановича Савостина. Я знал самого Дмитрия Ивановича с детства, еще задолго до школы. И Когда вы всегда можете вспомнить вашу встречу, ваше знакомство? Ну, я еще был пацаном маленьким. И, ну как, они поддерживали очень хорошие дружеские отношения и с моим отцом. Ну, у них была веселая компания. С Анатолием Алексеевичем, да? Нет, он больше ближе был Петр Влах, Карачебан, да. Иван Топал. Кстати, Дьячук, да. Кстати, вот эти лица и входили в первую 5, которые создал Дмитрий Иванович, как Гагауз Халкы, дискуссионный клуб. Почему вот идут сегодня споры по созданию этого клуба? Дело в том, что в то время, когда был создан дискуссионный клуб, всякие движения и партии были запрещены. Поэтому вышли из положения, создали дискуссионный клуб, который предназначался чисто для культурных целей, стихи разные, вот, ну, культурные мероприятия. Ну, естественно, эта 5 и возродила движение. Это Гагауз Халкы. Дмитрий Иванович ездил по селам. Там был еще и Георгий Михайлович Стаматов. И вот они
как говорится, дальше пошло уже развитие, туда новые лица, расширился клуб, и уже в 1988 году официально был принят и избран первый председатель официальный. И как Так что- удавалось ему вести членство, быть в этом дискуссионном клубе, еще и параллельно художественную школу? Ну, они находили время всегда и на все. Кстати, хочу сказать, что когда Дмитрий Иванович являлся начальником управления культуры, это был один из лучших начальников, который заботился не о себе, а о культуре действительно. Извините, Владислав Анатольевич, я хочу отметить, что это мнение лично Владислава Анатольевича, и он имеет на это право. Пожалуйста, Владислав Анатольевич. Ну, что еще? Прекрасный человек, веселый. Кто его знал, может это подтвердить. И действительно, человек был на месте всегда. Считаете ли, что, вот, допустим, Очень веселый был всегда. есть те почести, наверное, или, не знаю, может быть, не додали такому великому человеку при жизни все, что могли? Я скажу, что он сталкивался очень много и с непониманием, и негативными делами. Но Сергей Дмитриевич лучше знает это. Ну, мы вернемся еще к этому вопросу. Ну, это я не знаю, стоит ли сегодня в юбилей школы вспоминать. Но мы должны его помнить как выдающегося человека, который положил основу гагаузскому движению. Ну, еще были сподвижники и в других районах тоже, о них тоже нельзя забывать. Но Дмитрий Иванович – это лицо, которое здесь был и совмещал и культурную деятельность, и, как говорится, политику. Политическую. Георгий Данилович, я знаю, что вы земляки с Дмитрием Ивановичем. Вот с этого момента хотелось бы услышать историю вашего знакомства. Я о нем слышал с детства. Я знал, что есть такой человек, Дмитрий Савастин, что он художник, что он очень великолепные картины пишет. И в гагаузском стиле, можно сказать, стиль Савастина, он своеобразный, уникальный. Да, его, не знаю, скопировать, кому может, возможно, скопировать, но писать в этом стиле довольно-таки непросто. И он один из, можно сказать, лучших графиков и литографов. Еще, что не каждый может такое. Вот литография — это сложно. Да, это нужно нелегко. иметь стопроцентную точность. Это очень зоркий талантливый глаз, должен быть человек и многогранная личность, чтобы в этом стиле творить. И вот то, что он сделал в плане художника, да, или в плане изобразительного искусства, скажем, в этом он является действительно родоначальником изобразительного искусства Гагаузии. И среди гагаузов он первый. Да, надо говорить открыто, что он был первым, он был членом Союза СССР художников, и такой величины художников гагаузов он один. Он один. Что скрывать? И на уровне Советского Союза в то время он был очень на хорошем счету, его уважали, его приглашали на различные выставки, и он выставлялся практически по всему миру. Его картины на сегодняшний день и в Третьяковской галерее есть, и в Америке, и в Канаде, и все страны можно перечислить. А в Турции вообще, я не знаю сколько, очень много работ его в Турции остались, и в частных коллекциях. И мы с ним встречались, когда, мы в Турции с ним уже лично познакомился, когда работал в Турции, он тоже там работал. И мы вот встретились на одной квартире наших друзей, родственников, и мы с ним прилепились душами, не знаю. Ну, вы, по-моему, и родственники, да? Да, мы сваты как бы получаемся. И он настолько многогранный человек, что его можно слушать
с утра до утра или с вечера до утра. Сутками можно вот слушать его рассказы и не Начитанный, устаешь. грамотный. Не устаешь. Очень мудрый, образованный был человек и умудренный опытом именно жизненным. И когда он начинал что-то рассказывать, ты вот думаешь, смотришь на этого человека, вроде простой, но одновременно такой глубинный человек, такая душа в нем, такое самое. И смотришь, думаешь, да это действительно гений. Это гений человек. Вот так все это организовать, так это и выйти сухим из воды. В то время, когда еще КГБ было сильное, когда вот эти все истории он рассказывал, я смотрел с открытым ртом, удивлялся, как они это все, можно сказать, прокрутили, да, есть такое выражение. Как они это организовали, как они сумели вот это все провести таким образом, что их не закрыли, ведь в то время за сепаратизм просто закрывали людей и давали такие сроки, и их в сумасшедший дом могли бы закрыть. Он рассказывал, как за ним КГБ шло, следило, постоянно как бы по пятам шли. И то есть это не было легко, это не было просто, как сейчас некоторые рассказывают, все это было так, как будто легкая прогулка, да, сделали, вот Гагаузия есть и пошли дальше. Нет. Вначале, прежде Гагаузию создавать, это был большой труд, это был большой риск был, да, не только на уровне, скажем, твоей личности, но эта семья страдала, во-первых, а КГБ знала, куда надавить, каким образом, но тем не менее не испугался. Человек остался при себе, при своем мнении, с твердой жизненной позицией, принципах. И спасибо, слава Богу, что вот он, будучи физически, да, в свое время, мы что скрывать, он был, скажем, имел недостатки, да, в здоровье. Вот Сергей тоже рассказывал его историю, что он упал в колодец в детстве. Да, но одновременно он невысокого роста и действительно был похож на нашего, на Ленина, да, его так и называли, гагаузский Ленин. Он, Сережа правильно сказал. И, Я первый раз это слышу. да, но он похож был визуально даже с ним. Да, я да. не проводила параллель. У него есть схожесть, и бородка, вот это все черты, и тоже, да, действительно. Вот очень интересный собеседник, интересная личность. Я стихи свои тогда первый раз, можно сказать, ему читал. Он услышал, что я вот пишу стихи. У меня тогда, я молодой человек был, сколько мне лет тогда было? 15, 16, сколько, 17 лет, не помню уже. Ну, сколько, в этом районе. И ему понравились мои стихи, да, он оценил их, говорит, сля, Георгий, айда bu yoldan, сля, olacak seninle. И дал, можно так сказать, путевку в жизнь, да, верди, юрек, дал такое вдохновение, чтобы писать. Мне тоже приятно было, что такой неординарная личность, как бы великий человек меня оценил, мое творчество, мой дар, как бы. Спасибо. В этом отношении, да, он очень интересный человек был, но я скажу, что его больше ценили в других странах, в других местах, чем у себя на родине. К сожалению, я не понимаю вот этого. Поэтому я этот вопрос задала, когда у нас личность выбивается из этой серой массы, скажем, начинают завидовать люди. Я только так понимаю эти вещи, потому что было много завистников, было много тех, которые не нравилось ему, как он понимает эти вещи. И вот получилось так, что, можно сказать, изжили его из Гагаузии, к сожалению. Такой человек мог бы принести очень много пользы здесь. И не только он. Вот я знаю, что и Курудимова Степана нашего то же самое. Да, можно сказать, у них похожие истории, к сожалению. Человек тоже неординарная личность, но в сегодняшний день он не здесь находится, не с нами. Хотя живой, полон сил, да, но находится в Москве. А мог бы здесь пригодиться его талант. Вот поэтому я говорю, Карачабан тоже Ну, может быть, это трагическая его история. личное решение, мы пока не можем говорить на эту тему, Георгий Данилович. Сегодня мы говорим мы общались, все-таки мы о знали, Савастине. и Сергей знает его историю, я знаю его историю. Вот человек лично Можно делился продолжить. Мойси, своим Маруневич. опытом. Да, Маруневич, тоже самая история. К сожалению, мы видим это трагедии. И- Петр Влах, тоже трагедия. Это совершенно верно. Савастин, будучи управляющим культуры Гагаузии, разработал программу по развитию культуры. Эту программу Маруневич, когда Мария Васильевна прочитала, она сказала так: Дима, почему ты сразу не показал? На что он ответил: вы же не спрашивали.
Савастин не любил вот эту всю волокиту с бумагами, и поэтому он взял себе опытного человека Дмитрия Сидорова, который грамотно это все составлял. Оформлял. А он подавал все эти идеи Идейный вдохновитель. духовные. Да. А Сидоров грамотно это все Излагал на бумаге. И Секретарь. все было настроено. Серьезно. Даже художественная школа когда-то... Сидоров? Да, Дмитрий Сидоров. Даже когда-то художественная школа подарила стульчики, я помню, один стол управляющему культуры Гагаузии, тогда Савастину, чтобы вы просто понимали, что ничего не было. У них даже стульев не было. Материальная Они база начинали вообще ноль. Ничего не было, ни денег, ничего не было. И они успели сделать программу, в том числе по развитию изобразительного искусства. То есть там были планы масштабные. На голом энтузиазме есть такое слово. Все вот именно расписано было так, что и никто не обратил внимания, между прочим. Ну, как и сегодня, кстати, все политизировано. И вот, к сожалению, так. Сергей Дмитриевич, а ваш отец никогда не был против того, чтобы вы шли по его стопам? Ведь он знал, что вас ждет. Уже сам попробовал себя в этом, жил этим. И я думаю, что как любой отец, знаете, он, наверное, говорил вам о том, чтобы: Сергей, выбери другую стезю, пойди другим путем. Так и было. Так же и было. Я почему-то так и поняла, Значит, потому что настоящие патриоты своим детям так всегда и говорили. Потому что они знали, что это мастерская сложно. Савастина находилась где только не находилась. И тут, и тут, и тут. Это уже пальцем показывают по Камрату. Все не буду перечислять, но была где 7-я школа. Вот там я пришел к нему, я помню, и он, там была такая панорама, и он говорит: можешь вот это нарисовать? Дал большой формат, где-то А2. И я это нарисовал, и он удивился, говорит: ты так схватил здорово, ну, как бы, и так далее, и так далее. Но потом я рисовал, естественно, но как рисовал? Не так, чтобы регулярно. Вот есть сегодня возможность, я рисую. Я же ходил еще и в музыкалку там чуть-чуть, потом спорт там чуть-чуть, как бы так. Как и все в молодости, все перепробовать должны были. Ну и потом, когда уже после того, как я уже поступил в Кишиневский совхоз училище виноделия, проучившись там год, слава богу, заболел. Желтухой, да. Была там вспышка. Слава богу, заболел. Парадокс, да. Сергей В этот Дмитриевич. момент, ну я же не знал, встречается Карачабан Дмитрий с моим отцом, скажем так. И он спрашивает: а где твой сын? Он говорит: учится. На кого? На вот винодел. Дима, Карачабан говорит: ты что, совсем что ли? У нас что, мало алкоголиков? Он рисует? Да. А ты его хоть спросил? Нет. Так пойди его и спроси. И вот он приезжает и спрашивает. А в этот момент там врачи сказали, что ему нужно год просто отлежаться, просто поправить свое здоровье, скажем так. И так и было. И потом я вернулся в Камрат, здесь уже учился, и потом уже Савастин меня готовил для поступления в дальнейшем в институт. Закрывал меня в мастерской, помню. И Прямо закрывал? Закрывал и говорит: вот, допустим, поставит ведро и говорит: нарисуй. Вот так 7 раз. Первый посмотрел, говорит: о, хорошо, порвал, заново. И так 7 раз. Вот на 7-й раз... Сергей Ильич, я не могу не спросить, а ваша мама, Мария Тимофеевна, Да. прекрасный воспитатель, которая много лет работала с моей мамой, они были 2 напарницы, Да. не вмешивалась в это? А мы же были в мастерской, она не видела этого всего. Она даже не видела, как он меня из чайника поливал. Утром в 6 часов. Он сам Это мне было сказал. в воспитательном плане, да? То есть мама, Мария Тимофеевна, воспитательница была, не вовлечена в воспитание. я извиняюсь, я и детям говорю: вы еще, слава богу, что у вас родители там, допустим, продавец он там и так далее. А тут художник. Он знает, как нужно. И вот он говорит: запомни, рано утром я тебя подниму. Он сказал 1 раз, я сплю, 2-й раз я сплю,
Ну ладно, он же никогда не применял физическую силу. Он метираж-потираж. Он хитростью всегда брал. И он берет Уважаемые просто... телезрители, я хочу отметить, что, наверное, такого рода воспитательный процесс только в отношении своего ребенка применялся, потому что я была его ученицей. Нет. И помню Дмитрия Ивановича как только прекрасного педагога. С Правильно, но он... Просто он любил дисциплину. Нет, он был прав. Он был прав, потому что... Это на начальной стадии только Это было, чтобы начальная привести в стадия, чувство его, да. чтобы показать ему, чтобы где он не прав. понял, что... Всю серьезность профессии. Да. У тебя потом не будет времени. Тебя никто не будет ждать, пока ты там сядешь, нарисуешь и так далее, потому что экзамены, когда вступительные, как правило, даются 2-3 часа, и все. И если в художественной школе перед тобой танцуют, я образно говорю, то там с тобой не будет церемониться. Тяжело в учении, легко в бою, есть такое там выражение. дали Но он знал, что задание, его и всё. ожидает потом впоследствии. Поэтому он готовил. Воспитывал А времени как было солдата. очень мало. Сына. Поэтому очень сжатые Сына на своих детях. сроки. Ну ничего страшного. Зато методика сработала. Ничего перед нами Это не единственный сегодня человек случай. Ну, таких случаев достойный. очень много. Знаменитый французский художник тоже дня не было, выгоняли со школы за поведение. Мать не знала, что делать. И вот однажды она зашла в виза-студию, и вот там он успокоился. То есть он наконец-то нашел себя. Вот когда человек ищет, вот он, наконец-то он нашел себя. И стал известным художником. Поэтому он жил во времена импрессионизма. И поэтому Савастин это все знал. Он очень часто рассказывал примеры, разные примеры. Он был такой человек, что если у тебя плохое настроение, он сделает так, что у тебя сзади крылья вырастут, и ты будешь не то что писать эту картину, а с удовольствием писать. Вот такая у него была энергетика. Кроме того, в 1988 году Савастин же получил за Дунайскую балладу премию всесоюзную. Мало кто знает об этом. А среди всех иллюстраторов, художников 15 республик. Всего Союза Советского. Поэтому о Гагаузов тогда никто не знал. Но по сей день вы можете посмотреть в реестре профессиональных художников числится Влах, вот Савастин. И я считаю, что эти люди, которые прошли трудности, они как раз и добиваются этого. Он часто рассказывал, Дмитрий Савастин, что у него отец был 2 метра в рост. И я его спросил, а вот интересно, если бы с тобой не случилось этого, трагедия, ты бы стал бы художником? И он так задумался и сказал, ты знаешь, может быть и нет. Поэтому это судьба, просто судьба, потому что он был, еще раз повторяю, он был привязан, ему надо было бы какие-то движения делать. И вот он, когда рисовал, ему уже начало нравиться, у него получается. Просто это был человек с сильным духом, Да, который не кто-то отпустил бы руки, уже сломался решил. бы 3 раза, а вот он нет. Да. Нет. А вы сами, Сергей Дмитриевич, никогда не жалели о том, что выбрали эту профессию? Нет, это счастье, как жалеть то, что тебе нравится. И мне даже повезло, что у меня такой отец. Почему? Потому что благодаря этому он открыл много чего. Я видел, с кем он общается, его окружение. У него были интересные беседы, вот как говорилось ранее, интересные люди его окружали. Он же ездил еще в Солнечногорск, он со мной делился, представляешь, огромные здания, и все это художники с разных республик. И они там встречались, общались. У него были друзья такого масштаба, как Сидоркин, известный график Казахстана, сильнейший график. Они обменивались, кстати, своими работами. Я когда был в Казахстане, я так сказал, у меня сохранились 2 работы Сидоркина. Казахские художники так сказали, что ты очень богатый человек. В духовном плане, естественно. Ну, мы понимаем, Сергей Ильич. Я убедился, что его вот столько лет прошло, это было в 2018 году, в 2018 году, и 5 лет, как его не стало.
И вот до сих пор в Казахстане его помнят. Я уверен, в другой республике то же самое будет. Потому что его работы, ну, я когда делал книгу «Дмитрий Савастин», я обратился в музей, Национальный музей Молдовы. Дайте мне работы, которые имеются Савастина. Я был поражен, что они давали описание картины как с этой стороны, так и с обратной стороны. Фотографии, размеры, все указано четко. Здорово. Вот это музей. Иди подойди туда. Не пустят же. Там хранилище есть. Профессиональные люди Да, подходят к там вопросу. есть смотрители. Дело Там все сделано здорово. Сразу возникает вопрос, а где же хранятся сейчас работы Чьи? Дмитрия Ивановича Савастина? Дмитрия Ивановича Савастина, как Дмитрий Иванович сказал, запомни, мне лично сказал, пока есть мои картины, я живой. Поэтому могу ответить приблизительно так. Вот Влаху не повезло, а вот Савастину повезло. А вы думаете, как хотите. Можно один И нюанс нас это очень насчет радует, картин? Сергей Дмитриевич. Это очень радует на самом деле, потому что это большое достояние гагузского народа. Один нюанс Пройдет хочу еще уточнить несколько насчет десятилетий, и они действительно вы будете уже богатым человеком. Нет, Сергей богатый Иванович. человек. Я уверена. Савастин был богатый человек. Я имею в виду духовно. Это же будет очень духовно. большой Он гордостью. всегда к деньгам относился Так и должно быть. как временное. Сегодня взял, попользовался и все. Или вот как один ученик подходит к Дмитрию Ивановичу и говорит: Дмитрий Иванович, посмотрите, у меня какая машина. Он говорит: если бы ты мне показал картину, я бы посмотрел. А что, смотри, сколько машин в Камрате, что я должен на все смотреть? Сергей Дмитриевич, я имела в виду, что вы будете богаты духовно и будете горды. Совершенно тем, верно. что Я у нас тоже есть это такое имел в виду. Достояние. Пожалуйста, Георгий Данилович. Я вы хотели извиняюсь, я сказать? хотел уточнить насчет картин. Он мне говорил одну вещь. Говорит, одна женщина с Канады, по-моему, он говорил, что купила у него много картин. И, говорит, названивает мне постоянно, говорит, раз, два, 3 месяца, говорит, ты еще живой. Потому что она знает, что если он умрет, эти картины взлетят в цене. Представляете, Такое Такое прямо было, да? Да, это было, Я это реально. подтверждаю, я знаю, Он кто рассказывал эти это, истории. кто это Ну, вот Сергей знает. женщина. Я это все знаю. Сколько картин, тоже Она до сих знаю. пор их хранит, да? Конечно. Нет, я думаю, что она уже обрадовалась. перепродала, кто его Да, знает. я думаю, что она уже обрадовалась. Потому что если есть такие разговоры, значит, где-то было и движение. Я так предполагаю. Но это ее право, она живет в Канаде. Сергей Дмитриевич, скажите, пожалуйста, а к вам поступает такого рода предложения сейчас? Вот. Какого? Ну, может быть, кто-то хочет купить картину. Были, но я сразу Есть, говорю... может быть, те люди, которые имеют какую-то свою личную галерею, я же не знаю, но я так приблизительно. Было. Я больше скажу. Я знаю точно, что в Камрате есть люди, которые имеют по 30 работ Дмитрия Ивановича. Ну, если так пройтись. Это в частных коллекциях. В частных коллекциях. В Камрате даже. Да? И вы их видели все вместе в совокупности у кого-то? Нет, уже перестали видеться, потому что я когда уже начинаю обращаться с тем, чтобы мне нужен только слайд этой картины, то есть сфотографировать в Фотоснимок. электронном виде, Да. и все, не дают даже это. Поэтому не так все просто. И не только здесь. И в Турции я обращался, чтобы собирать материал, потому что были Каталог много... сделать книгу, да? Много Конечно, это случаев было бы таких. Вот, Это большой допустим, труд собрать существует фотография Савастина, на фотографии видна картина, а этой картины нигде нет. Ну, так. Но она была. Поэтому я точно могу сказать, что Савастин в Турции сделал только 33 персональные выставки. 33 персональные Вот. выставки. Как вы думаете, он мне сам лично говорил, что на каждой выставке покупалось по 3-4 работы. Вот. Минимум 100 картин. Но Так, если он взять. тут же хвастал, 150. еще добавлю, он тут же хвастал, что так я никогда не работал творчески, много имеется в виду, Да. успел сделать, как в Турции. я это определяю как турецкий период. Все-таки там где-то 13 лет он жил, Да. поэтому это срок достаточно большой. И
Здесь он, я помню, посольство Турции, он там продал штук 7, не помню я точно, но где-то так. Есть люди, которые мне обещали, что вот принесут работу. Я им сразу объяснил, не надо работу, фотографию и все. Просто Хотя бы. вот это все, оно может быть потом для потомков останется хотя бы в электронном виде, то есть чтобы люди видели. Да. Вот как вышла книга Дмитрия Савастин, а всего вышло за всю его жизнь 2 книги, были еще каталоги, но более объемные такие. Это Анкара, 2000 год, да, и 2018 Санкт-Петербург. Но В Турции Мете Савашан, по-моему, у него да, Дмитрий был псевдоним. Савастин, Мете Савашан, Мете но там, От имени Дмитрий Мити. да, Мете Савашан. Он ну, так в Турции подписывал. его, он мне говорил, насколько псевдоним. в Турции его уважали дети, как и в Камрате, кстати. Вешались как на елку. Очень сильно Он был его... очень добрым. Да, очень сильно Открытый любили. человек, добрый человек. И всегда на позитиве. И всегда это очень как бы подкупало, да, всегда. У него всегда было хорошее настроение. Даже если он видел, что у тебя что-то не получалось, он просто подходил и находил те слова, что просто карандаш как будто бы уже работал без тебя. Но на самом в деле... этом и профессионализм и величие этого человека, Да, что он умел найти подход каждому найти подход, каждому. это очень Особенный трудно. индивидуальный подход к каждому человеку. Я хочу сказать, что, Сергей Дмитриевич, у вас тоже есть такой талант. Про Савастина я еще добавлю, что я могу рассказывать про него, не знаю, без перерыва, месяц, может больше, пока не устану. То есть он был, вот как было сказано, настолько интересный, что ты на него не обижался, даже если он что-то не так сделал. Вот. Я Он на вас него... критиковал? Да, мы спорили, ругались. Было такое. Было, когда я зашел к нему в мастерскую, он мне показывает работу. И я его начинаю, говорю, рука поломана, это. Ну, действительно, я со своей стороны вот это заметил. Я, может быть, не имел это права ему говорить, но я сказал. Он разозлился. И говорит, ладно, все там, все такое. И я ушел. Через неделю или дней, может, 14, 2 недели, он звонит, говорит, иди, вот, покушаешь там. Ну, я прекрасно понимал, что не поэтому он приглашает, он, видимо, закончил картину. Поэтому, когда я пришел, он говорит, идем на кухню. Я говорю, не, идем сразу в мастерскую. Мы друг друга понимали. Я захожу, и вот так ему... Посмотрев на работу, я увидел, что это действительно совсем другая картина. Совсем... То есть он вас послушал и переделал, да, анатомически? Нет, я его смог разозлить. Критика сработала в правильном русле. И он говорит, я сейчас тебе покажу где, но молча. И вот он когда сделал, я, увидев это, я говорю, а он, ну... И этим было все сказано. Мы понимали как бы с полуслова друг друга. Поэтому, но были споры, они были как по делу. Да. По делу, почему? Потому что если мы спорили там о картинной галерее или там о чем-то другом, то каждый высказывал и видел по-своему. И я его критиковал, почему? Потому что говорю, вот ты всегда вот мягче или думаешь, что ты сторож автономии, или я сторож художественной школы, мы же прекрасно понимаем, что мы временно, вот, и так далее, так далее. Что так близко брать к этому? Сергей Дмитриевич, возникает вопрос тут сразу. А вот вы не настолько сильно... Я бы так сказала, наверное, у вас, вот вы не сильно так уже, как ваш отец, допустим, ведете это патриотическое дело. Да, патриотизм есть в работе, в том, что вы продолжаете его дело, а вот в общественной жизни, автономии вы не так сильно, да, пытаетесь потому вмешаться что... или не хотите этого делать? Политической, вы хотите Я, больше жизнь. политической, наверное. А потому что я видел своими глазами отношение людей к моему отцу. И я не хочу наступать на это же. Почему? Потому что мне отец так и говорил, ты всегда иди новое, что-то находи, а не стой на месте. Поэтому, вот, допустим, как они пишут сегодня, возьмите любое
Вот я недавно прочитал, я даже вырезал это. Пишут значит, в 1988 году гагаузы захотели открыть дискуссионный клуб. И что в этом клубе присутствовали гагаузы-интеллигенты. Какие гагаузы? 5-6 тысяч их было. Сколько их было? Их было 5 человек, но об этом не пишут. А потом дальше очень подробно пишут фамилии, имя, когда, где, что и так далее, так далее. Я считаю, что здесь есть преднамеренное все по отношению к Савастину, скрыть его заслуги и как можно урезать и даже забрать его заслуги. Потому что человека нету, а некоторые еще остались, они полагают, что у них это пройдет. Они так думают. Но есть свидетели, есть архив Степана Михайловича Топола. Но есть архив еще Дмитрия Ивановича Савастина. Меня до сих пор никто ничего не спрашивал. Со дня Только смерти, я вот сейчас стала, видите? со дня смерти Дмитрия. Но я не просто Дмитрия так задаю Савастина. вам этот вопрос, Сергей Это Дмитриевич. раз. Второе, получается, как у Хазанова. Есть видео, много, очень много, хватит всем, мало не покажется. Потом архивные документы есть. Есть свидетели, в конце концов, они живые, я могу пофамильно назвать, и так далее, и так далее. И мы их можем найти и здесь, в Камрате. Есть еще и Георгий Саматов здесь. Один из тех 5, есть которые и были. Тот же Тодор Занет, и Дмитрий Георгий Иванович Калчо тоже, Калчо, конечно, и тоже Дмитрий соратник, он Мавради, тоже и может так далее, и подтвердить. так далее. В общем, их найдется тут целый Да. отряд. Живые, еще живые, живых здравые. свидетелей. Это раз. Могут подтвердить. Но как в том же филитоне Хазанова сделать ничего не можем. Сергей Так вот, Дмитриевич. повторяю, этого не будет. Почему? Потому что все наивно полагают, что для властей это может устраивает их. Но я буду не против властей, а я буду отстаивать именно Дмитрия Савастина, потому что наше учебное заведение, мы рассказываем о наших художниках, о их достижениях, а то, что сегодня преподносит, это идет вразрез. То есть там такая правда, а здесь другая правда. А Сергей мы Дмитриевич, врать не будем. Подтасовка Вы знаете, истории, я не конечно, просто так конечно, задала вам фактов. сейчас этот вопрос, я его задала преднамеренно, потому что я хочу спросить вас, вот не чувствуете ли вы в себе силы написать книгу? Прям Ну, сесть и написать? Кстати, почему... Очень хорошая идея, ведь вы... Задать вопрос, почему сам Савастин не написал эту книгу. У него же была возможность, было время. Он полагал, как и все порядочные люди, полагал на самосознание, полагал на то, что в связи с тем, что то, что он сделал, будет какая-то отдача по отношению к нему, что к нему повернуться лицом, что все-таки в знак уважения к этому человеку надо отдать дань и так далее, и так далее. Он еще и скромный человек был к тому же. Я Не- же не помню, как пиарился на везде, митингах как кричали: некоторые. Дмитрий Савастин, мы тебя сделаем народным художником Гагаузии, потому что все знали, что он рисует о гагаузах и все эти воспевал баллады, легенды. Говорили, что улицу назовем твоим именем и памятник сделают. Вот вы же сами видите, какие у нас памятники. И, Степана Топола не назвали. ну, в общем, Улицу президента и против всё. Топола я, например, Книгу Степан напишите, Михайлович, секундочку, Сергей все написали. Топал, все написали. Савастин почему не написал? Я хочу продолжить просто. Мы с вами Потому что У нас время просто немножко поджимает. просто я могу написать, это будет мое мнение, Но я бы хотел, чтобы это сделал бы сам Савастин. К сожалению, он не успел. Тогда, получается, только мне это нужно. Нет, я думаю, Такой что же не вопрос. только вам это будет нужно. Это будет нужно каждому гагаузу, который хотел Вы бы не прочитать поняли меня. правду. Я должен отстаивать только Савастина? Или все-таки кому-то еще это нужно?
Истина должна Савастин это не Сергей просто Дмитриевич. там папа, а Савастин это лидер нации. Поэтому, смотря с какой стороны посмотреть, если я как сыночек посмотрю, я скажу, это мой отец. Как сын. Как сын. А если посмотреть как государственный муж, это совсем другое. Общественное достояние. Он Сергей публичный Дмитриевич, я человек. считаю, что имея такого отца, не написать о нем, вы не можете себе Но мы позволить. уже начали. Вы должны. Первая книга вышла. Я же как-то сказал, что я вижу их как минимум 3. Возможностей всегда, еще, как говорится, не вечер. Поэтому не надо спешить. Кто его знает, что будет завтра? Так говорил отец. Поэтому не надо спешить. Но мы не сидим на месте. Вот вы видели уже сегодня, пользуясь случаем, посмотрите документальный фильм о художественной школе. Там говорится о Дмитрии Ивановиче. Все ученики говорят о Дмитрии Ивановиче Савастине. Это реальная сила. Поэтому пусть другие не думают, что он одинок. Вот так вот. Это и сила, и большая гордость. Я Конечно, благодарю вас, конечно. Сергей Дмитриевич. Не надо спешить, но и опоздать. Тоже Да. надо бояться, потому что свидетели уходят из жизни, которые знали его лично, хорошо и общались с ним. Свидетелей можно записать. Тем более, как вы сами утверждали немного ранее, вы говорили, что вы можете говорить о своем отце месяцами. И я думаю, вам ничего не будет стоить взять в руки карандаш и просто написать эту книгу. Конечно, потом ее От первого отредактировать, лица. но это будет очень интересная книга. Поверьте, Сергей Дмитриевич. Я Конечно. быстренько добавлю еще. Подарите У мне меня в первую очередь хватило ума. Я не знаю, с чем это связано. Я ничего не чувствовал, чтобы правильно вы поняли, но я пришел, говорю, знаешь что, делай, что хочешь. Я понимаю, тебе надо писать картины, но я тебя буду записывать, и ты будешь мне рассказывать от начала и до конца. Детство, студенчество и так далее. И все-таки мы кое-что успели сделать. Отличное решение. Это просто очень здорово. Вы хотели что-то добавить? Владимир? Биограф отца. Если можно, очень кратко, потому что время заканчивается уже. Хорошо. Сергей Дмитриевич, вы знаете, что много картин находится в фондах музея. Описание проводится примерно по той же структуре, что в национальных музеях. И мы давно говорили о том, что возможность сфотографировать для каталога, для вас доступ есть всегда. Владислав Анатольевич, Спасибо. Самая большая нашим коллекция. телезрителям телерадиокомпании ГРТ я опять иду вперед и прошу, покажите нам тоже, раскройте все-таки. Выставку. Вот хотя бы несколько картин, чтобы и наши телезрители могли ее рассмотреть Хорошо. через призму видеокамер хотя бы. Я, конечно, своими глазами, а телезрители через призму. Хорошо, можем и все картины отобрать. У нас много Уважаемые графики. телезрители, мы обещаем, что в скором времени сделаем сюжет на эту тему и покажем оригинальные С работы. разрешения Сергея. Я думаю, что Сергей Дмитриевич будет не против. Те Он картины, за которые всегда. находятся в музее, это не моя собственность, а Ну, собственность всё равно. музея. Поэтому Ну, да. спрашивать нужно вас. Я не Большое против. спасибо вам, Владислав Анатольевич. Георгий Данилович, я знаю, что у вас есть стихотворение. Да. Я бы хотела вот на этой прекрасной ноте закончить сегодняшнюю нашу программу. Прочитайте его, пожалуйста, Хорошо, спасибо. зачитайте нам. Я как- Стихотворение написал сам Я Георгий как Топал. автор, поэт, пишу на русском, на гагаузском. Но это стихотворение после того, как Дмитрий Иванович ушел из жизни, у меня было такое вдохновение. И написал в его честь это стихотворение, посвящено было ему на гагаузском языке. «Bir yıldız» она называется. Bir yıldız bizden ayrıldı. Ama çok pahalı bir iz bıraktı. Aydınlık verir onun şafkı. Dmitri Savastin onun adı. Yaratmalarınla oşalar, halkına doğru yolu açar. Geleceğimize umut verir. Girginlik ruhumuza ekler. Gagavuzları o pek sevdi. Hem vatanına hizmet etti. Çok denemekler o geçirdi ama yüzünü kirletmedi. Doğması onun Valkaneş'te, Komrat'ta durduydu hizmette. Türklerde de vardı çalıştığı ama hep halkın için savaştı. Resimlerinde folklor yanır, masallar hem dastanlar yaşar. Her bir dünyanın tarafında büyün de o hizmet eder halka. Dmitri Savastin yazık gitti ama halkını zenginletti.
Analım onu bugünlerde yaşasın sonsuz kalbimizde. Очень красивое, патриотичное стихотворение. Вот, кстати, и название книги можно взять «Бир Йылдыз», потому что не просто Йылдыз, а великой глыбой был Хочу добавить, Дмитрий Иванович Савастин. очень много писали о Савастине, поэт. И спасибо поэту Георгию Тополу, что он написал еще один, как бы раскрывает Савастина, какой он был. И спасибо вам за это. Слава Богу. Уважаемые гости, я благодарю вас за такую прекрасную беседу, за то, что мы сегодня вспомнили прекрасными словами великого человека, великого художника Дмитрия Ивановича Савастина. Мы благодарим его, он он действительно этого, чтобы о нем говорили. И не только сегодня. И как вы говорите, не один месяц. Да. Мы стараемся, Георгий Данилович, всегда говорить и вспоминать таких великих людей. Я благодарю вас еще Спасибо раз за беседу. Спасибо. Всегда рады вам, приходите. Спасибо. И мы всегда будем вспоминать и помнить наших патриотов, людей, благодаря которым сейчас у нас есть и автономия, и прекрасная художественная школа для наших детей. Для наших телезрителей Спасибо. я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях был Сергей Дмитриевич Савастин, директор Камрадской детской художественной школы, Георгий Данилович Топал, гагаузский писатель, а также Владислав Анатольевич Маринов, директор Камрадского краеведческого музея. Это была программа «Обсуждаем вместе» на канале ГРТ. Оставайтесь с нами.